начнем. Соглашение, о котором так много говорят, столько обсуждают, вызывает столько дискуссий в обществе. На ваш взгляд, нарушает ли это соглашение нашу Конституцию? Кто начнет? Мы же так много говорим, что это противоречит нашей Конституции, нарушает наш закон. Я думаю, лучше дать слово юристам сейчас, чтобы они... Начнем тогда с Саида Гизардана. Добрый вечер еще раз. Относительно того, соответствует ли Конституции данное соглашение, я делал свою экспертизу, она была общедоступна, и я выразил свое мнение, что в соглашении есть целый ряд положений, которые противоречат Конституции. Это положения, которые касаются суверенитета государства, это положения, которые касаются неотчуждаемости территории. Относительно, и эти вопросы очень сильно взаимосвязаны друг с другом, вопросы суверенитета и неотчуждаемости территории. Потому что когда нам говорят сторонники ратификации соглашения о том, что здесь нет передачи, соответственно, нет отчуждения, соответственно, нет потери юрисдикции территории, юрисдикции Республики Абхазия над этой территорией, то с этим аргументом я не могу, например, согласиться. Учитывая сроки самого соглашения, во-первых, надо брать в расчет территорию. Это достаточно большая территория, сухопутная и достаточно большая часть акватории, которая прилегает, собственно, к этой территории. И передача такого большого куска территории Республики Абхазия, она должна нас как-то немножко настораживать. И учитывая те положения, которые существуют в соглашении о том, что на территории будут находиться объекты, которые передаются в собственность. Сами объекты в самом соглашении они не названы. Там целый ряд объектов. Там есть, собственно, дачи, там есть жилищный комплекс, в котором проживают люди. Мы точно не знаем, будет ли, дачи, понятно, они точно переходят в собственность. Что будет происходить с жилым комплексом? Там люди живут, у них есть право на жилье, у них есть право на свободу передвижения и так далее. Как будут защищены эти права? Но это не самый важный момент. Речь идет о продолжительности аренды, которая, официально срок аренды 49 лет с возможностью последующей пролонгации. Но это не простой договор аренды, как мы понимаем. Это соглашение между двумя государствами. Если одно государство берет в аренду другого государства территорию, это означает, что суверенные права этого государства начинают распространяться на территории этого, собственно, на этой территории. И здесь возникает вопрос. Аренда, она по сути бессрочная. То есть, представьте себе, если там будут находиться государственные дачи, сможем ли, какое у нас будет моральное право взять и расторгнуть такой договор? Это все-таки какой-то вызов нашим отношениям. То есть, вряд ли мы сможем пойти на такое, если мы уж передадим это имущество. Соответственно, нам очень сложно будет расторгнуть этот договор. И передача такого большого количества земли другому государству, даже пусть и по договору аренды, но бессрочному договору, это фактически выведение этой территории из-под юрисдикции. Насколько я знаю, прошлый договор от 1995 года, он был бессрочным, а сейчас же он все-таи, там есть Вы знаете, срок обозначен. Там не было вопросов собственности, Юрисдикции. И вопросы юрисдикции. Вопросы юрисдикции, они очень важные. Я хотел бы сказать, что, конечно, нам надо обратить внимание, дискуссия о том, что надо пересматривать, все-таки идет. Это, мне кажется, что в правильном русле развивается, есть определенное понимание, оно формируется. Мы должны посмотреть на эти межгосударственные договоры, которые касаются аренды. Я, например, смотрел договоры аренды Байконура. Там очень четко прописана юрисдикция, собственно, Российской Федерации, юрисдикция Казахстана и так далее. То есть нам важно, выверенно, если это возможно, но мне кажется, что это возможно, как ситуация вокруг ратификации, мне кажется, немного меняется. Можно мне тоже? Добавить хотите, потому что у нас еще есть вопросы, я хотела, чтобы... Я хотел, конечно, ответить на возражение.
Андрея Львовича относительно вот того, что здесь нет ущемления суверенитета, как бы. Потому что на самом деле, ну, я об этом сказал, хотя я, например, не услышал контраргументов. Я услышал только ссылки на существующие нормы, да. Но мы, юристы, мы должны прекрасно понимать, что А в норме возможно, дайте договорить, пожалуйста, что возможно есть противоречие, да, между нормами. И норму нужно читать тоже целиком, чтобы у людей не создавалось впечатление, что замечательно, да, там вот ту норму даже, которую вы назвали о том, что могут, скажем так, Давайте компетентные приведите пример, органы с могут удовольствием. обращаться друг к другу с просьбой о Так. передаче и принятии юрисдикции, Так. но могут, это диспозитивная норма. А будет ли это на самом деле реализовано, тоже вопрос. Почему да? вы ставите под И с учетом, сомнение? ну, имею право ставить под сомнение. Имею право, учитывая практику нашей государственной деятельности, Да. свой опыт многолетний изучения этой деятельности, наверное, я как юрист имею право, да. Персонально вы право такое имеете. Давайте не будем обсуждать конкретно, мои права и меня конкретно обсуждать. данное Мы обсуждаем соглашение, договор. это договор Мы двух должны начать с или того, более что в сторон, договоре который говорится о том, устанавливает что определенные конкретно правила. военнослужащие и военнослужащие, и лица гражданского персонала, они выбывают из-под юрисдикции. Да? Здесь прямо это сказано, что они находятся под юрисдикцией Российской Федерации, личность их неприкосновенна. Военнослужащие не обязаны давать показания в качестве свидетелей. То есть на них ни административная юрисдикция, ни правоохранительная юрисдикция не распространяется. Но это частный момент. Я еще раз хочу возвратиться к самому главному вопросу. Когда мы говорим о том, что мы не передаем в собственность, это понятно, мы не можем, в принципе, такого договора в принципе быть не может. Но мы, когда говорим об аренде, мы должны понимать, что это не частно-правовой договор аренды. Это не договор аренды между физическими лицами, юридическими лицами. Это международный договор аренды. Это совершенно другое. Международный договор аренды, он совершенно регулируется нормами международного права. И в форме международного договора аренды тоже происходит отчуждение территории, да, и ограничение суверенитета государства, ограничение юрисдикции. Почитайте Зорькина, почитайте, даже, наверное, вы читали, конечно, почитайте Сергея Николаевича Бабурина, который говорит о том, что в любой форме может быть. Сергей Николаевич Российская Бабурин был у меня Федерация оппонентом на защите кандидатской не допускает, диссертации. например, да? Да, Но это почитаем докторская- обязательно, это что-нибудь докторская, это не что-нибудь кандидатская. освежим в своей памяти, Да, тем более я думаю, ваш что это опыт. обязательно надо освежать, Да, потому обязательно освежим. что Спасибо, что напомнили, отчуждение происходит в любой форме. В любой форме. Здесь даже можно усмотреть, поскольку речь идет о таком квази-договоре, да, аренды, потому что он как бы здесь нет уплаты за, собственно, пользование этим объектом. Можно увидеть даже эту уступку территории. Речь идет о том, что и когда мы сравниваем два договора 95 года и этот договор, в них же колоссальная разница. Речь идет о пользовании с одной стороны и совершенно о другом имуществе. У нас есть значительная, как совершенно верно сказал Тенгиз, территория, которая и сухопутная, и морская, которая передается по договору, передается на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 15-летние сроки. И если, естественно, мы в течение 6 месяцев до истечения этого срока не изъявим мы или Российская Федерация не изъявит свое желание прекращения. Но опять же, если мы вступили вот в эти отношения, представляете, там находится государственная дача, и, соответственно, эта дача эксплуатируется. Туда приезжают высшие должностные лица другого государства. Нам очень сложно будет расторгнуть такие отношения. Это будет вызовом нашим отношениям. Зачем Саид, вы хотите я могу расторгнуть? вам задать Я не вопрос, понимаю, зачем да? вы хотите расторгнуть сегодня? Зачем Сегодня мы не расторгнуть? хотим расторгнуть, мы хотим Завтра. вернуть к определенной стадии, До да, какой когда стадии? мы можем открыто и не кулуарно обсудить. Да, А мы чтобы- сейчас закрытый кулуарно обсуждаем? мы говорим об обсуждении договора, да, самого текста договора. Вот Мы текст сейчас передо мной, мы у вас уже нет обсуждаем постфактум то, что произошло. Да. Мы, к сожалению, не Еще не принимали произошло, участие. договор не Саид, ратифицирован. Но не договор, понимаю. содержание договора, Но мы, если бы он был ратифицирован, да, мы не можем в него Конечно. вносить свои коррективы и так далее. То есть Саид, о вот чем вы речь. не на первом эфире уже, мы с вами обсуждали уже здесь, в этой студии, эту тему. На прошлом эфире вы сказали, что вы не против
передачи этого объекта Российской Федерации, но против самого соглашения. Вот получается такая оказия. Вот объясните. Вы знаете, я не против, естественно, мы никто из присутствующих, я думаю, не против передачи. Этот объект действительно находится в пользовании, да, российской стороны уже долгое время. Мы говорим о том, что территория непропорционально большая. Мы говорим о том, что она захватывает лучшие абхазские земли. Эта территория очень большая. Это 2% территории Республики Абхазия. Представьте себе, 2% от территории Российской Федерации она кому-то бы передавала. Это же невозможно. На долгосрочную аренду. Есть исторические примеры, когда государства лишались своих территорий в рамках договора аренды. Возьмите, пожалуйста, Кубу и США. Вот по договору аренды Куба потеряла вот территорию у залива Гуантанамо и не может ее вернуть, как бы они ни бились. Да, это договор аренды, который автоматически пролонгируется. Да, и только в силах США как бы его расторгнуть. Но мы не говорим, что там совершенно другие отношения. Да? Но факт в том, что юридически может быть потеря и в рамках договора аренды. Это неправильно, когда нам пытаются объяснить, что вот только в рамках передачи в собственность мы потеряем. Тогда вот у меня следующий вопрос Речь идет будет. о том, что это специфика, это не частно-правовые, не гражданско-правовые отношения, это не инвестор, это государство, и оно будет реализовывать свои суверенные полномочия. Опять же, давайте посмотрим это с точки зрения необходимости международного признания Абхазии. Да? Может быть, сейчас ситуация сложная, может быть, мы немного отложили этот процесс, отношения международного сообщества к нам такое, но мы, в принципе, наверное, же не против идеи международного признания, но нам скажут: вы извините, вы как-то слишком легко обходитесь со своими суверенными правами вообще. То есть европейцам это может не вам понравиться, это, да? Почему европейцам? А что, только европейцы в мире существуют? Китайцам не понравится. Кому угодно. Кому угодно. Да. Саид, я прошу прощения. Вот вы сказали, ваш богатый опыт юриста. Я не говорил пока. Он большой, богатый опыт юриста. Ну, 15 Он лет. может напомнить вам, какие конкретно статьи Конституции нарушает это соглашение, чтобы мы с вами проговорили? Конечно, это? у меня же есть экспертиза, она как бы общедоступна, она в официальных источниках, конечно, не публиковалась, но Значит, она не общедоступна у нас. Нет. ну, на Фейсбуке она висит. Значит, я думаю, к что сожалению, это я вполне общедоступно. не знаком. А Расскажите, что, вот конкретные экспертиза в статьи рамках Фейсбука, что ли? Конституции. Вы свои экспертные заключения должны были дать в Конечно, администрацию президента Абхазии. Конечно, Нет, я их хочу не услышать передал. конкретные Я их статьи передал, не только Конституции. в парламент передал. Саид, прошу вас, Да. напомните конкретные статьи Конституции, чтобы мы... Ну, сразу самое глянули. главное, я вам сейчас скажу об этом. Давайте. Речь идет о... Пятая, наверное, да? А? Пятая, Статья наверное, 4. Или пятая. И там, как где речь идет о неотчуждаемости территории. хорошо. Это самое главное. Еще один момент, который я обнаружил Четвертый это да, буквально сегодня. Да, Табал, это перечень. Я хотел бы, чтобы о нем как бы было известно. Вот есть статья у нас 26-я соглашение и часть 3. Я зачитаю. Не Прошу слышу, еще раз. прощения. Я зачитаю. Прекращение действия настоящего соглашения не повлечет за собой прекращение права собственности, возникшего у Российской Федерации в соответствии с настоящим соглашением на объект, это одно, в том числе и на движимое и недвижимое имущество, входившее в объект на момент его передачи, а также возведенное на территории земельных участков, которые море, после их передачи. Но в данном случае меня не беспокоит объект, меня Какую беспокоит статью другое. Конституции нарушает Движимое, я скажу, Да, внимательно слушаю. да, я скажу, но у нас движимое и недвижимое. В соответствии с Гражданским кодексом к числу недвижимого имущества относятся и леса, и многолетние насаждения. То есть это вот пицунская сосна, которая у нас. И вот статья Республики Абхазия, которая говорит о том, что статья Конституции, прошу прощения, сейчас одну минуту открою Конституцию. Пятая, земля и другие природные ресурсы. Да, 5. Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются как То есть там основа противоречия вы нашли, получается? Или Безусловно, как? вопросы владения, да. Мне кажется, что это очень серьезно, поскольку, вы знаете, я не думаю, что это специально было сделано. Получается, что, исходя из вот этой нормы, получается, что вот многолетние насаждения, они переходят в собственность Российской Федерации. Это мне не кажется, что это сделано специально. Но с учетом нашего законодательства выходит, что
вот такая ситуация возникает. Что с этим делать? Мне кажется, что это неправильно. Да, Мне я- кажется, что это недосмотр. Давид общество Чичевич, обсуждает. можно я Нет, скажу, конфидентным потому что я могу обществом на почему конкретный нет? пример Если сослаться. вы не видите, у нас... Алхас, можно я скажу? Потому что, есть совершенно конкретный пример. А вот перед вами человек, который участвовал в 2010 году в обсуждении передачи других объектов. Лдза, Пицунда, там несколько дач. Этот вопрос обсуждался. Этот вопрос передал в Общественную палату президент Сергей Васильевич Багапш. Общественная палата мне, моей коллеге Зарине Габиевой поручила провести тоже экспертизу. То есть тогда власть была почему-то заинтересована в том, что мы не говорим о том, Речь что мы... идет о передаче коммерческим структурам. Нет, А кому нет, мы Российская передавали? Федерация. Ткачеву? Российской Федерации. Российской Федерации. Российской Федерации. Эта экспертиза есть. Ее я тоже вывешивал. Я не знаю, я не могу там требовать от СМИ, чтобы они публиковали. Это как-то, некрасиво, наверное, с моей стороны будет. Я вывешиваю у себя на странице. В 2010 Страница общего доступа. Да, общий доступ. Да, то есть такие обсуждения были экспертные. То есть мы можем этот формат поддерживать, потому что Сергей Васильевич понимал, наверное, что этот вопрос как бы будет будоражить общество, да, и даже речь шла всего лишь о дачах, не о огромном таком массиве земли, да, и поэтому вопрос был обсужден. Реакция общества тоже последовала, и мы видим, что передача не состоялась. Но я думаю, что Российская Федерация, наш партнер, они тоже, как они узнают мнение общества? Хотя бы вот таким вот образом. Я не думаю, что кто-то рассказывает о том, что в обществе есть недовольство. Все это возникает постфактум, да, и может быть даже и неверно преподносится, вот как русофобия или как что-то еще такое выступление антироссийские. На самом деле нет. Даже одна из тех девушек, которых вы упоминали, она ходила с плакатом «Я люблю Россию, но землю отдавать не хочу». Понимаете как, тут такой вопрос щепетильный, да. Для нас это все-таки такая достаточно серьезная дилемма, что ли, да. Но мы видим, что примеры есть, они в нашей истории. Почему по этому пути не пойти? Я думаю, что это вполне нормально. Дорогой Саид, а зачем нам государственные структуры вообще, если это будем все на улице? Можно взять в пример Я скажу, что по 2014 Конституции у нас год договор. демократия, народовластие. Большой договор. Но понимаете, как речь идет о том, что вот мы, как граждане, лишаемся возможности посещать эту территорию. Да? И мы не говорим о том, что мы хотели бы эти объекты, но сейчас объекты, они вообще должны занимать меньшую площадь. Речь идет о передаче существенной территории. Плюс еще не надо забывать о жилом комплексе, где люди живут. Да? Что с ними будет? Потому что вот исходя из договора вообще непонятно, что мы передаем. Объект размыт, имущественный комплекс. Речь идет о дачах. Географические точки объекта Да, размыт. точки есть. Значит, он Географические входит. точки, но позиция, что объект размыт. Конечно, размыт он не поименован, да? Конкретно. Мы должны бы хотя бы... Конкретные географические точки, Ну, где- точное понимание территории А почему не объекта, назвать конкретную это не- дачу? А почему не дать конкретные географические точки? Почему надо Они сделать могут, конкретно естественно, так, как вы себе это представляете? Никак я я хочу се- просто понять для себя. Впредь хочу Андрей понять. Львович. Вы уже второй раз говорите. Андрей Это, Львович. наверное, ваш опыт богатый подсказывает, да? Давайте не будем переходить на личности. Да, да не просто будем, хочу я понять- думаю. хочу Да, понять это для очень себя. некорректно вы себя ведете. Некорректно рассказывать о своем опыте. Вот это Я некорректно. говорю Вам об необходимо опыте быть лишь... немножко проще. Практически. Андрей Львович, не надо давать Варчество, оценки. Давайте ограничимся, потому что мы тоже можем раздавать оценки. Попробуйте. Я не собираюсь этого делать здесь, в Замечательно. студии, как вы Замечательно. это делаете. Да, Да? замечательно. Да. Хорошо. Речь идет о том, что опыт есть, и мы можем этот опыт использовать, и мы не должны о нем забывать. Вот о чем я хотел сказать. Я бы добавил, Да, не сейчас надо, мы не все надо дополним. обсуждение. Публично. Но Давид, общественная Давид, палата это чуть-чуть. все Мы У нас уже подходим к реально концу, сейчас будем завершать эфир. практика Я следующее, наверное, бы сказал по этому поводу. Мне кажется, все-таки в межгосударственных отношениях есть место принципиальности, когда речь идет о таких серьезных вопросах, как суверенитет, юрисдикция государства. Но это мы как бы немножко эмоционально к этому относимся, мы думаем, что это будет иметь какие-то последствия. Но мне кажется, что это наше взросление как государство. Да? Иногда нам надо как-то обозначить четче свою позицию. Да? Мне кажется, что
не будет какой-то такой вот реакции, да, негативной на это. Мне кажется, что мы как бы не совсем правильную оценку даем в связи с этим. У нас довольно развитая система, договорная система с Российской Федерацией. У нас много договоров, они обеспечивают безопасность страны, они создают основы для сотрудничества, и договор о союзничестве и стратегическом партнерстве — это очень важный документ. Он как бы по сравнению просто с договором о дружбе, он как бы на новый уровень поднял наши отношения. То есть с этого этот вопрос передачи, мне кажется, он такой довольно частный все-таки, да, он не такой глобальный. Может быть, мы как-то все-таки гипертрофированно относимся к этой проблеме. Я думаю, что я, например, не вижу возможности отзыва, да, вот сейчас президентом договора, потому что он уже поступил в парламент, и здесь только вот следующий шаг: парламент либо ратифицирует, либо не ратифицирует. Но я хотел бы как бы свою точку зрения, которая, наверное, всем известна, сказать, что я все-таки призываю не ратифицировать, чтобы все-таки обдумать, и не надо затягивать, можно сразу же приступить к тому, чтобы вот как-то скорректировать те положения, которые нас не устраивают. И они озвучены, они есть, я не знаю, кто-то соглашается с этим, кто-то не соглашается. Дело в том, что вот, мы не можем... Этот формат, где мы сейчас присутствуем, это не формат для юридической дискуссии на самом деле. Потому что здесь довольно сложная аргументация, потому что, я ссылаюсь на международное право, надо ссылаться на литературу, это совсем, думаю, утомит... Ну, оставим это все да, в группе утомит юристов, многих, которые да. будут работать. Поэтому над этим нужны документом. форматы, где можно спокойно обсудить и с холодной головой, что ли, да, это все. Если этот формат будет создан, о котором говорил Алхас, это тоже полезно, да, власть может услышать эти аргументы. Но юридически, мне кажется, что вот есть только такой вот путь.